Здравствуйте, ребята! Я рада встретиться с вами на этом классном часе. Меня зовут Ганыбаева Адина Джапаровна. Я учитель школы лицея Жетиген. Ребята, скажите, что такое успех? Однажды на вопрос, что же такое успех, один мудрый человек ответил: успех не ключ к счастью. Счастье – это ключ к успеху. Если вы любите то, что вы делаете, вы будете иметь успех. Как вы думаете, о чем хотел сказать автор этих строк? Действительно, счастье и успех человека, оказывается, зависит еще и от правильно выбранной профессии. И сегодняшняя тема нашего урока называется «Правильный выбор профессии. Путь к успеху». Ребята, а вы выбрали себе будущую профессию? А вопрос «Кем быть?» относится к разряду тех, на который ответить очень сложно. Для многих школьников и их родителей выбор профессии становится настоящим испытанием и стрессом. Ведь от того, какую профессию вы выберете, зависит вся ваша дальнейшая жизнь. Чем будешь заниматься всю оставшуюся жизнь? Как сделать правильный выбор и не разочароваться в профессии в будущем? Как найти работу по душе, на которую было бы приятно ходить и при этом хорошо зарабатывать? Как выбрать профессию, которая приведет тебя к успеху? На эти вопросы мы с вами постараемся ответить в течение урока. Давайте познакомимся с целями сегодняшнего урока. Сегодня вы получите информацию о типах профессий, сможете различать их между собой, узнаете, как правильно выбрать профессию по душе и попытаетесь выбрать себе профессию. Узнаете названия современных профессий и их значения. Ну а сейчас задание «Минутное дело». Ребята, возьмите тетради и напишите за 1 минуту как можно больше названий профессий. Написали? Молодцы! Я думаю, вы нашли за 1 минуту очень много профессий. Ребята, мы сегодня так много говорим о профессии, а вы знаете, что означает слово «профессия»? Профессия – это латинское слово «professio», которое означает «объявляю своим делом». Вид трудовой деятельности человека, который требует определенной подготовки, соответствующего уровня специальных знаний и умений и служит обычно источником дохода. Российский психолог Климов Евгений Александрович разделил все профессии на 5 типов. Тип профессии определяется предметом труда, с которым взаимодействует человек. Человек – человек. Когда человек взаимодействует с людьми. Это такие профессии, как учитель, врач, воспитатель, парикмахер, адвокат и другие. Человек – природа. Здесь человек взаимодействует с природой. Это такие профессии, как агроном, ветеринар, зоотехник, геолог, флорист, садовод и другие. Человек – техника.
Это профессии, где труд работников направлен на технические объекты – машины, механизмы, материалы, виды энергии. Это такие профессии, как инженер-механик, связист, шофер, токарь, электрик, строитель. Человек – знаковая система. То есть предметом труда этих типов профессий являются условные обозначения – шифры, коды, языки, формулы, письменность, символы, схемы. Это такие профессии, как редактор, бухгалтер, фотограф, финансист, экономист и другие. Человек – художественный образ. Предметом их труда является создание художественного образа в изобразительной, музыкальной, сценической деятельности. Это такие профессии, как ювелир, дизайнер, музыкант, художник, искусствовед, писатель, артист и другие. А получить эти профессии вы можете в различных высших и средних, а также специальных учебных заведениях. Средние специальные учебные заведения, такие как техникумы, колледжи, училища, ПТУ, профессионально-технические училища, вузы, высшие учебные заведения, университеты, институты, академии, военные училища. А теперь, ребята, давайте выполним задание «Распредели профессии». На экране у вас профессии лежат в свободном порядке. Вы должны их распределить по типам профессий. А теперь проверьте себя, как вы распределили профессии по типам. Надеюсь, что все у вас правильно. Перед вами 5 геометрических фигур. Квадрат, треугольник, прямоугольник, круг и зигзаг. Выберите ту из них, в отношении которой вы можете сказать: «Вот моя фигура, символизирующая меня». Постарайтесь почувствовать ее, сопоставить ее с собой. Если вы испытываете затруднения с выбором фигуры, выберите ту, которая больше всего вас привлекает. Не пытайтесь как-то анализировать характеристики фигур. Просто доверьтесь своей интуиции. Посмотрите, ребята, какие профессии вам подходят в зависимости от выбора фигуры. Если вы выбрали круг, то вам подходят следующие профессии. Если вы выбрали квадрат, то вам, вероятно, подходят эти профессии. Если вы выбрали треугольник, посмотрите, какие профессии вам подходят. Ну а если вы выбрали зигзаг, то вам подходят следующие профессии. Ну а если вы выбрали прямоугольник, то вам подходят эти профессии. Ну а что касается меня, то я выбрала круг. И действительно, мне подходит профессия учителя. Конечно, этот тест ничего не должен решать. Конечный выбор всегда остается за вами. Существует научная формула выбора профессии. Хочу, могу, надо. Вам предстоит сделать выбор из десятков тысяч профессий и специальностей и выделить одну свою, отвечающую следующим требованиям. Во-первых, необходимо определить свои профессиональные интересы и склонности. Кратко это называется словом «хочу». Во-вторых, оценить, каковы ваши профессиональные важные качества. Здоровье, квалификация и способности, которые определяют вашу профессиональную пригодность и возможности.
Необходимо ответить на вопрос: какое у вас могу? В-третьих, узнать, какие профессии пользуются спросом у работодателей на рынке труда, по каким профессиям можно найти себе работу. Иначе говоря, определить, каково сегодня надо. Ребята, возьмите лист бумаги и разделите его на 3 части и напишите. В первой графе «Я хочу», во второй графе «Я могу» и в третьей «Я надо». «Я хочу». В первой графе вы пишете ту профессию или специальность, которую вы хотите получить. То есть здесь вы определяете свои профессиональные интересы и склонности. В графе «Я могу» пишите свои интересы, успехи в учебе, свои сильные и слабые стороны. Также состояние здоровья, то есть вы пишете свои возможности. Третья графа «Я надо». Изучайте рынок труда в вашем регионе и записывайте, какие профессии здесь нужны. Выберите учебные заведения, которые предоставляют возможность получить подготовку по выбираемой профессии, и изучите условия обучения в них. Значит, ребята, сделаем вывод, что сознательный выбор профессии основывается на знаниях о мире профессий, на знаниях о выбираемой конкретной специальности, на изучении своих интересов, на состоянии своего здоровья, на знании своих сильных и слабых качеств, на учете ситуации на рынке труда. А теперь некоторые размышления по поводу профессионального самоопределения. Заметки мудрого человека. Если ты выбираешь профессию, которая нравится тебе и только тебе, то не ожидай, чтобы она понравится кому-то еще. Замечательно, если это случится. Но если этого не произойдет, то это не беда. Мир не виноват в том, что ты счел необходимым заинтересовать его своей персоной и своим профессиональным выбором. Если ты все еще не нашел свою идеальную профессию, то тебе лучше учиться не идеальной, чем не учиться вовсе. Если ты не нашел подходящего места работы, то можно начать с того, где не очень подходящее место, чем не работать вовсе. 1 год реальной работы даст тебе больше умений и опыта, чем 2 года обучения тому, как работать правильно. 1 год любого обучения приносит больше пользы, чем 2 года размышлений о том, где учиться лучше всего. А теперь, ребята, давайте узнаем, какие современные профессии существуют в мире. Вам будут даны названия некоторых современных профессий. Постарайтесь объяснить, чем занимаются представители данных профессий. Аудитор проводит внутренний и внешний контроль и анализ финансовой отчетности предприятий различных форм собственности, оценивает ее достоверность, соответствие правовым актам и нормам налогообложения, законность совершаемых операций. Валеолог занимается вопросами сохранения здоровья человека, работает в области охраны труда, эргономики и психогигиены. Имиджмейкер формирует образ личности, явления, фирмы для оказания эмоционально-психологического воздействия при достижении политических, рекламных и других целей. Клипмейкер занимается разработкой и постановкой рекламного ролика или другого творческого заказа, ведет подбор актеров для съемок, организует и регламентирует каждый съемочный день, монтирует отснятый материал, проводит презентацию созданной работы. Рекрутер находит работодателей, имеющих вакансии и заинтересованных в наборе персонала, производит поиск и отбор возможных кандидатов на свободные рабочие места, представляет соискателей работодателю, формирует банк данных
ищущих работу. Риэлтор. Специалист по аренде, покупке и продаже недвижимости. Совершает гражданско-правовые сделки с земельными участками, зданиями, строениями, сооружениями, жилыми и нежилыми помещениями и правами на них. Экспедитор. Занимается приемом различных грузов от поставщиков, перевозкой и доставкой их в установленные сроки заказчикам. Обеспечивает сохранность материальных и денежных ценностей, оформляет документацию на прием и сдачу грузов. Ребята, я думаю, что многие эти профессии вам уже знакомы. Доктор медицинских наук профессор Мамбет Мамакеев внесен в Книгу рекордов Гиннесса. Мамакеев числится хирургом с самым большим стажем работы. Он проработал хирургом 67 лет и 181 день. Сабурбек Джумабеков – автор более 450 научных работ. Он подготовил более 35 кандидатов наук и 6 докторов наук. Он сделал более 100 научных открытий и запатентовал их. Прооперировал более 23 тысяч человек, а вместе со всеми учениками более 150 тысяч человек. Он также проконсультировал более 1 миллиона пациентов. Работа Джумабекова по увеличению кости ноги до 31 сантиметра занесена в Книгу рекордов Гиннесса. 26-летний кыргызстанец Тилек Мамутов работает в одном из мировых интернет-гигантов компании Google. Академик РАН, главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко. А знаете, кто решает, какие продукты можно завозить в Россию из других стран, а какие нет? Известный своей строгостью и непреклонностью главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Наш земляк. Он родился в селе Чангырташ Орской области. Здравоохранение. В медицине не хватает семейных врачей, анестезиологов, психологов, судебных экспертов, остеопатов, профологов, клинических фармакологов, трихологов – это парикмахеры, дерматологи. И спрос на эти профессии очень высок. В области культуры ощущается нехватка экономистов, которые могут подсчитать затраты и выгоды от культурных мероприятий, юристов по авторскому праву, высокообразованных каскадеров, художников по свету и гримеров. В области спорта. В отечественном спорте нет научного подхода. Одна из причин – в стране нет научных кадров в области спорта. Например, очень трудно найти спортивных диетологов, психологов и кадров для борьбы с допингом. Аграрный сектор. Сегодня в основных отраслях промышленности страны мало агрономов, зоотехников и заводчиков. Для капельного орошения требуются квалифицированные тепличные работники. Геология. В Кыргызстане, богатом полезными ископаемыми, нет гемологов. Владельцы этой профессии определяют состав и свойства драгоценных камней. В сфере информационных технологий не хватает IT-юристов, а также специалистов по кибербезопасности, также бизнес-аналитиков. Итак, ребята, наш урок подошел к концу. Давайте вернемся к целям нашего урока. Сегодня вы получили информацию о типах профессий, смогли различить их между собой, узнали, как правильно выбрать профессию по душе и попытались выбрать себе профессию. Узнали названия современных профессий и их значения. Значит, мы сможем смело сказать
что цели нашего урока успешно достигнуты. Ну а теперь домашнее задание. Проанализируйте свою выбранную профессию по следующему плану. Условия труда, рабочее время, примерная зарплата, необходимые для профессии личные качества, путь к выбранной профессии, легкий или сложный, польза профессии для общества. Ну а закончить сегодняшний наш урок я хочу словами известного советского педагога Константина Дмитриевича Ушинского. Если вы удачно выберете труд и вложите в него всю свою душу, то счастье само вас отыщет. Надеюсь, что знания, полученные сегодня, помогут вам в важнейшем выборе в жизни, в выборе вашей профессии, значит, судьбы. Я вам желаю правильного выбора.